мы с вами открываем двери в новый этап развития муниципальных библиотек города. Для торжественного старта презентации модернизированной библиотеки филиала номер 21 «Созвездие» в рамках национального проекта «Культура» приглашается министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприяев. Заместитель главы городского округа город Якутск Наталья Романовна Степанова. Заведующий модульной библиотекой филиала номер 21 «Созвездие» Туяна Федоровна Яковлева. Дан старт первой в городе Якутске модернизированной библиотеки нового поколения в рамках национального проекта «Культура». Добрый день, дорогие гости! Начинаем экскурсию по обновленной библиотеке, чтобы увидеть, какие изменения произошли в рамках модернизации. Библиотека имеет общую площадь 712 квадратных метров и условно разделена на два крыла. Левое крыло – малая медведица, правое крыло – большая медведица. Что раскрывает площадку, раскрывает библиотеку как площадку живого общения поколений. Разрешите, мы начнем с большой медведицы, с отдела Центра национальных литератур. Центр национальных литератур. Место краеведческой информации. Межкультурного диалога. Обратите внимание, видео с участием друзей библиотеки, представителей национальных общин, подготовленные к знаменательному для библиотеки дню. Фонд у нас пока представлен небольшой, в основном на языке межнационального общения художественные произведения национальных авторов. Но есть у нас и на эвенском, юкагирском, кыргызском, чувашском, марийском, татарском языках. В рамках национального проекта мы приобрели эксклюзивную мебель, которая удачно сочетается и варьируется предметно-книжные экспозиции. А интерес жителей многонационального Гагаринского округа к истории, к прошлому, настоящему и будущему Алмазной республики, Алмазного края отображен в виде бриллианта на стене. Кстати, там можно найти культурные символы нашей республики. Проходим, пожалуйста, по коридору. В Большой Медведице располагается также зона индивидуальных и групповых работ, которая по принципу мобильности может трансформироваться под просмотр фильмов и для проведения мастер-классов. Переходим в помещение, где ранее располагался отдел универсального книгохранения всей библиотечной системы города. А теперь, поскольку мы расширили площадь на целых 70 квадратных метров, здесь будет размещаться зона коворкинга. И здесь созданы условия для проведения совещаний, тренингов, встреч. Также здесь отводится место для смарт-лаборатории. Альфа Центавра мы назвали ее. Это точка доступа к подписным ресурсам библиотеки, к электронным услугам. Здесь будут проходить занятия по правовой и цифровой грамотности населения, государственные и муниципальные услуги в электронной форме на порталах госуслуги, Е-Якутия и консультации по грамотному использованию Литрес, НЭП, ресурсам ЦБС. Вернемся, пожалуйста, в отдел по работе со взрослым населением.
Зона, отдел у нас, фонд, конечно же, открытого доступа и свободного чтения. Благодаря национальному проекту мы пополнили фонд наш книгами в количестве 1330 экземпляров. И, конечно же, приобрели новые стеллажи. Я забыла вам сказать, что Центр национальных литератур мы решили назвать «Полярная звезда». Как яркая, загадочная, далекая и близкая одновременно звезда, очень уважаемая, особенно коренными народами Севера. Именно вокруг полярной звезды будет вращаться жизнь библиотеки, созвездие, как созвездие разноправных культур и литератур. Да, я просто забыла вам сказать. А вот в этой зоне молодежь будет у нас отдыхать, общаться с книгой по возрасту. А если посмотрите слева, то у нас размещается лаунж-зона, где можно тоже посидеть и наблюдать за красноухими черепахами. Еще одно новшество нашей библиотеки, о котором сейчас расскажет Екатерина Дмитриевна. Пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, проходите сюда. Я вас сейчас познакомлю с нашими книжными коллекциями. Я уверена, что большинство из присутствующих жили, учились во времена, когда книга была главным источником знаний, но времена стремительно меняются, происходит смена приоритетов, радикальная перемена приоритетов и ускоренное движение к виртуальной реальности. И на фоне вот этих событий книга, вот как главный источник знаний, она, конечно, уходит. И мы, создавая вот эти книжные коллекции, преследовали цель показать книгу как о предмете эпохи, как о многогранном явлении духовной и материальной культуры. Сейчас я вас познакомлю с нашими коллекциями. Во-первых, это коллекция редких книг. И нашей гордостью этой коллекции является вот такая вот книга «История российского казачества». Это коллекционное издание. Всего было издано 50 экземпляров. Мы имеем 14 под номером 14 экземпляр. Здесь переплет ручной работы, выполнен по технологиям 19 века. Здесь вот золотое тиснение. И, конечно, вот эта книга является нашей гордостью. Хотела тоже обратить ваше внимание на книгу народного артиста СССР Евгения Матвеева, который во время приезда в город Якутск, он подарил, сейчас я вам зачитаю, Иннокентию Иннокентьевичу, родному кинщику в день кино Евгений Матвеев, 26 августа 1997 года. Как попала к нам вот эта уникальная книга? Я в свое время организовывала творческую встречу с Иннокентием Готовцевым, это почетный кинематографист России. И, значит, была с ним встреча в рамках проекта «Замечательные люди» Гагаринского округа, и он в знак благодарности нам подарил вот такую вот уникальную книгу Евгения Матвеева «Искры из памяти». И я хотела бы зачитать, например, буквально совсем коротко, обращение к читателю самого Евгения Матвеева. Что, собственно, знают дети и внуки про то, как жилось и живется их предку? И понесло меня оставить для них записки, авось пригодятся они им в пути. Вот такая вот уникальная книга находится в нашей коллекции. Далее я хотела познакомить вас с коллекцией книг Ивана Негенделя. Все вы его, наверное, знаете прекрасно. Это писатель, историк якутской авиации. Значит, и без авиации север, конечно, немыслим. И Иван Ефимович является одним из основоположников исторической авиационной литературы Якутии. И в свое время я тоже проводила встречу с ним в рамках проекта «Замечательные люди» Гагаринского округа. И здесь представлены вот его книги, его труды. У него больше 40 книг. Дорогие гости, проходим, пожалуйста, в левое крыло нашего. Переходим в левое крыло нашего помещения. Как
видите, приобщение к национальной, региональной и мировой литературе прекрасно сочетается с образовательным и культурным просвещением. Конечно же, все это начинается с детского возраста. Слово предоставляется Светлане Афанасьевне. Здравствуйте. Пространство «Малая медведица» предназначено специально для наших юных читателей. Как вы видите, у нас есть отдельная зона с компьютерами, с безопасным интернетом, где дети бесплатно могут использовать электронные ресурсы. Также у нас есть зона отдыха и игр. Мы впервые открыли отдельную зону для творческой мастерской, где дети могут проявлять свой большой полет фантазии, творчества. В целях нашего проекта мы закупились живыми книгами. Посмотрите, я сейчас вам покажу, как это работает. Нужно выбрать книгу, зайти на специальное приложение SmartBox. Как вы видите, Оживает. да, оживает книга. А вот здесь, смотрите, она не разукрашенная. То есть дети могут сами ее разукрасить в любой цвет. В продолжении темы космоса мы переходим в нашу зону для более старшего звена, где ребята могут делать домашние задания, подготавливаться к урокам, либо общаться друг с другом, либо играть в настольные игры. В 2019 году был запущен федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Среди главных задач нацпроекта – повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Равный доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства, новые услуги, высокоскоростной интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном модном пространстве стало реальным благодаря библиотекам нового поколения. Представляем вашему вниманию видео поздравления Яриловой Ольги Сергеевны, заместителя министра культуры Российской Федерации, администратора проекта, Дуда Вадима Валерьевича, генерального директора Российской государственной библиотеки, руководителя проектного офиса, Дятловской Анастасии Юрьевны, директора департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки, и Шахановой Анастасии Игоревны, главного специалиста по работе с регионами Российской государственной библиотеки, куратора Республики Саха-Якутия. Внимание на экран. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с открытием новой модельной библиотеки, библиотеки нового поколения в рамках национального проекта «Культура». Модельная библиотека сегодня это уже не просто учреждение культуры, это современное многофункциональное культурное пространство, образовательный и интеллектуальный центр. Это новый шаг в деятельности всего библиотечного сообщества, и он, конечно, подразумевает и новые формы работы, и новые услуги, и возможности для самореализации абсолютно всех граждан региона. В Республике Якутия в этом году открывается первая в России современная модельная библиотека с заполярным кругом в поселке Тикси, и первая библиотека в столице республики, в городе Якутске. Я абсолютно убеждена, что эти современные учреждения культуры станут настоящими центрами притяжения абсолютно для всех граждан региона. Дорогие дамы и господа, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Для меня очень большая честь сегодня поздравить вас с открытием библиотеки. Это очень важный этап. Мы вместе доказываем, что наше общество заинтересовано в современных библиотеках, наше общество заинтересовано в знаниях, в уважении к истории, в уважении к культуре нашей страны. В эпоху цифровой интоксикации всем нам так нужно прикоснуться к чистым, настоящим, доверенным источникам информации, поговорить с людьми и научиться очень многому у тех, кто приходит в библиотеку. Сегодня, в день открытия библиотеки, очень хорошо понимаю, какое волнение, какое
ожидания есть у всех нас. Я волнуюсь вместе с вами, как же наши читатели найдут для себя эти новые пространства, новые фонды, новую библиотеку, насколько она отвечает их ожиданиям и устремлениям. Я бы очень хотел, чтобы это чувство радостного волнения, нетерпения, ожидания нового осталось у нас, потому что именно это приводит к замечательным переменам, к успеху в будущем. Спасибо, поздравляю с открытием библиотеки. Дорогие коллеги и друзья, поздравляю вас с открытием модельной библиотеки в Якутии. Мы очень рады тому, что Якутия уже второй год входит в национальный проект «Культура» и создает модельные библиотеки. Это действительно большой успех, и мы гордимся тем, что у нас есть такие библиотеки. С радостью перенимаем ваш опыт и учимся у вас. Желаем вам энергии, профессиональных успехов и, конечно же, новых проектов. А теперь я рада передать слово куратору региона Анастасии Шахановой. Коллеги, здравствуйте! От лица проектного офиса РГБ по созданию модельных муниципальных библиотек и от себя лично, как от куратора Республики Саха, поздравляю вас с открытием новых модельных библиотек в вашем регионе. Мы долго шли к этому радостному моменту. День за днем мы работали над тем, чтобы наши библиотеки изменились и стали более востребованными и интересными среди наших читателей. Благодаря вашему неравнодушию, упорству и стремлению к переменам нам удалось создать место, которое полюбят многие люди. Уверена, что с такими профессионалами, как вы, библиотеки не остановятся на достигнутом и продолжат меняться и создавать новые проекты. Вся наша работа направлена на то, чтобы люди приходили в библиотеки, получали новые эмоции и знания и понимали, что именно в книге есть ответы на многие вопросы. Я очень рада быть причастной к этому замечательному моменту, открытию новых модельных библиотек в Республике Саха. Желаю вам вдохновения, успехов в реализации новых проектов и благодарных читателей. Не прощаюсь с вами и остаюсь на связи. Поздравляю вас! Слово предоставляется министру культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрию Степановичу Куприянову. Добрый день. Мы для чего? Больше, наверное, для телевидения говорим, да? В зале все свои, работники, сотрудники и все, которые заинтересованы. Здесь не вижу несколько жителей, которые говорят, мы рядом живем и сразу пришли в библиотеку. Валера где-то здесь сидит, Даша, да? Вот. Ну что хочу сказать. Торжественное открытие состоялось. Поздравления прямо заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Сергеевны Гелевой. Я очень рад и хочу сказать слова благодарности всем участникам нашего процесса. В связи с чем? В связи с тем, что Российская Федерация, на самом деле, вы знаете, более 80 субъектов, а библиотек, наверное, не сосчитать. И эти денежки, которые мы сейчас получаем, они распределяются на конкурсной основе. И вот эти наши кураторы, директор, управление культурой, наше министерство, все работники приложили огромное количество усилий для того, чтобы, во-первых, мы научились участвовать в конкурсах, а потом уже побеждать. Мы участвовали в конкурсах и не побеждали. В прошлом году мы впервые победили, и у нас, знаете, кто победил? Поселок Беркакит. Мы даже как бы не ожидали, да, как они вот так выстрелят. Но тем не менее, после Беркакита мы пошли дальше и уже стали получать гранты больше и больше. В этом году вот Тикси и Созвездие откроются. Был еще дополнительный конкурс, в котором еще попали наши 3 библиотеки. А в 2021 году еще 4 библиотеки, 2, по-моему, из них районных, получат эти деньги для того, чтобы обновиться и открыть свои двери для своих читателей. 5 миллионов для наших поселенческих библиотек и по 10 миллионов для районных центральных библиотек предусматривает национальный проект культуры. И вот это направление, когда государство вкладывает деньги в национальные проекты, которые работают на людей. Ну, небольшая экскурсия сегодня показала, все заметили, что библиотека стала совсем не библиотека, правильно? Библиотека, я смотрю, больше, чем все есть вместе. Здесь есть маленький кинотеатр, смотрю, вот сзади меня маленький театр, правильно? Зал зрительный, комнаты, где можно даже вдвоем уединиться, я так насколько понял, да, молодым людям, но и есть и детские больше, то есть библиотеки становятся больше, чем отдельно взятые культурные пространства, которые являются учреждениями нашего Министерства культуры, в целом отрасли культуры. Это дыхание времени, это вот поколение, которое рассчитано. Мы же все вот, некоторые выступающие отметили, что интернет
покорил все пространство, а библиотека должна здесь найти свою нишу в этой жизни. И то, что все сегодня это делается, для того, чтобы сохранить наших читателей, сохранить, наверное, по большому счету, человеческую цивилизацию, поскольку в любом случае кладезь познаний, интересного, быть интересным, образованным человеком, к чему стремимся все мы. Школа, наше учреждение, библиотечная сеть, родители, друзья. Наверное, мы все делаем для того, чтобы человек был человеком, развитым человеком, новым человеком, интересным человеком, но при этом сохранил понимание дружбы, любви и, наверное, взаимного сотрудничества и сожительства в большом человеческом мире. Поэтому хочу всех поздравить с открытием очень красивой, блистательной такой библиотеки, которая носит очень такое громкое название, это созвездие. Меня спрашивают, где у нас якутские созвездия-то? Я тоже не мог понять, где же такое созвездие-то? Но у нас вот в городе, кстати, после вас еще Маган уже получает в этом году, буквально скоро соглашение мы подпишем, и нам с городскими-то еще до Нового года пурхаться и фурхаться, осваивать деньги, отчеты, контракты. Но тем не менее уже в городе 2, а в 203-м микрорайоне у нас вообще головная, да? Супер-супер, новенькая, большая библиотека. Поэтому, ну как столица, впереди всей планеты. Но Гагаринский округ тоже не отстает от 203-го микрорайона, я смотрю. Буквально вчера ходил в кино ДК Гагарина, созвездие. Так что вот конкуренция между округами города Якутска сохраняется. Вы уже обошли Сайсары, Залаги, да? То есть Портовские, ну почти что впереди паровоза. Такого дома культуры в Якутске уже нет, наверное, уже и не будет такой большой, вряд ли построим когда-нибудь. Но тогда и библиотеки очень будут интересными, все связано с звездами, космосом, Гагариным, да? Авиаторами. Там еще кинозал называли авиаторами. Я сегодня читал, что там уже клуб, билеты стали продавать. Ну так что вот пусть наш район, большой район, где живут работники авиации, люди, которые преданы своему делу, будет процветать, развиваться во всех масштабах и культурной жизни, чтобы и детские сады были, и школы были. Ну а Дом культуры действительно будет украшением нашей столицы, наверное, на несколько многих лет, пока не построим еще что-нибудь большое и знаменитое. Но мы всегда стремимся сделать что-то лучше, стремиться жить лучше, это, наверное, опора каждого из нас. Но тогда вот так, много не рассказывая, а я был, кстати, в доме, где родился Юрий Гагарин. Вы были там, нет? Ну, съездите. Вы знаете, да? И наш первый президент Михаил Ефимович Николаев почему-то принял решение и поручение дал правительству Республики Саха-Якутия, тогда еще в далекие 90-е годы. И там памятник матери Юрия Алексеевича Гагарина сделан Эдуардом Пахомовым, нашим скульптором, в бронзовом виде. Она вот внутри своего деревянного дома в этом музее сидит на скамейке и ждет Юру Гагарина с далекого космоса. И там внизу написано «От правительства Республики Саха-Якутия». То есть это вот наш президент, тоже большой жест. Наверное, человеку это история, наверное, больше других нет. Первый, который посетил космическое пространство. И мы там снова, Якутия, вместе там с вами. Ну, насчет пространства мне довелось несколько лет поработать в Москве. Там есть такие библиотечные учреждения, библиотеки, и они, к радости большому, сегодня являются центром общения. Я несколько раз получал приглашение и ездил именно в библиотеки встречаться с молодыми людьми, которые хотели узнать, что такое Якутия, что такое Дальний Восток, собирались ехать к нам на работу после выпуска. У них есть круг общения. Сейчас же люди живут такими кругами, да, как бы групп. Группы там мальчиков, группы девочек, группы там любителей чего-то. И они все вот ходят в библиотеку, кстати, вокруг библиотеки стала вот такая группа людей, интересующих Дальним Востоком. Мы с Андреем Савичем были в Владивостоке, и Андрей Савич рассказывал достижения якутской культуры. Именно вот встреча была с интеллигенцией города Владивостока, где вот в клубе, не в клубе, где там в библиотеке. Так что зовите, будем приезжать, вот здесь встречаться, быть интересными, казаться людьми, чтобы с кругом ваших читателей, людей, которые здесь живут, организуйте, независимо от того, что город же у нас маленький, круг общения. Что в библиотеке нашей были и немножко театрами, кинотеатрами и местами, где встречаются интересные людьми. Знакомец и становится еще лучше, богаче знаниями и дружбой.
В каждом возрасте человек по-разному знакомится и заводит своих друзей, близких, людей, которые понимают и думают, что сейчас времена не совсем такие, чтобы на улице взять и подружиться. Пусть библиотека тоже будет местом, где можно найти друга, который тоже белое видит таким же белым, как ты, черным каким, как вы, чтобы жить и продвигаться по этой жизни вместе. Добрый путь библиотеки созвездия. И малая, и большая медведица пусть всегда будут, как там сказали, полярной звездой, которая всегда показывает дорогу домой, кстати. Пусть домой. Этими словами я хочу вручить главному директору наш букет, приветственный адрес и книгу, которая еще не поступила, главное поступит от Натальи Харламовой, нашего писателя Семена Данилова. Только презентация состоится буквально вот 3 октября, а она у вас уже будет. Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия за вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия награждается Туяра Федоровна Яковлева, заведующая модельной библиотекой Федерального столицы Созвездия, муниципального бюджетного учреждения, централизованная библиотечная система городского округа город Якутск. Почетный Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия за вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия награждается Варвара Николаевна Скрипникова, заведующая информационным и историческим отделом Модельной библиотекой Федерального столицы Созвездия, муниципального бюджетного учреждения, централизованная библиотечная система городского округа город Якутск. Министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Куприян. Слово предоставляется заместителю главы городского округа город Якутск Наталье Романовне Степановой. Добрый день, Юрий Степанович, Туяра Федоровна, дорогие друзья. И действительно, сегодня в Гагаринском округе такой замечательный день. Ну, последние годы, даже 10 лет еще не прошло, практически временами открываются какие-то новые чудесные современные здания и учреждения. Буквально как вчера, я помню, мы открывали 24-ю школу, чему очень тоже были рады жители Гагаринского округа. И вот в день города мы открыли, как уже Юрий Степанович отметил, аналогов такого дома культуры нет во всей вероятности у нас в республике. Этот замечательный Центр культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина. И вот сегодня мы в этом замечательном доме Созвездия. Действительно, в этом году мы с вами все встретились с определенными проблемами, даже можно сказать, ну, сами все прекрасно понимаем, связанными с определенными обстоятельствами. Но, тем не менее, мы очень ждали, и нам казалась вечность, когда же наши библиотеки откроют, распахнут свои двери для своих читателей. К этому мы очень долго готовились. И мы очень долго ждали, когда распахнет двери наша новая, современная библиотека Созвездия. Вообще в городском округе город Якутск у нас централизованная библиотечная система объединяет 18 филиалов. И в 2015 году было подписано соглашение тогда нашим главой городского округа город Якутск Айсеном Сергеевичем Николаевым. Это действительно был прорывной проект государственно-частного партнерства. И к 2020 году мы уже получили 12 объектов социальной инфраструктуры.
Это школы, это детские сады, это детская школа искусств, это современная смарт-библиотека, это дом культуры. И вот мы уже научились принимать самое активное участие во всех проектах, которые проходят по линии национальных проектов Российской Федерации. Наших успехов, наверное, сегодня не сосчитать. Это и в сфере образования, это и в сфере культуры, ну и в других сферах жизнедеятельности. Ну чего уж говорить, второй год мы строим неимоверные длинные улицы, дороги, создаем, наверное, какие-то неурядицы для нашего населения, пробки создаем, но тем не менее, когда мы начинаем ездить уже по обновленным нашим улицам, только радуемся. Поэтому нам всем терпение, и у нас все будет хорошо. И вот осовремененная, еще раз повторяюсь, библиотека «Созвездие» сегодня впечатляет на самом-то деле своими просторами. Мы в прошлом году говорили, когда собирались всем социальным блоком, что наши объекты социальные должны быть открыты для всех наших поколений, потому что к нам зачастую обращались наши и пожилые граждане, которые говорили о том, что им негде собираться, они хотят общаться между собой, они хотят поделиться своим жизненным опытом с молодыми нашими людьми, с молодым поколением. И вот, пожалуйста, тут одно крыло и второе крыло для детей, для молодежи и для наших возрастных читателей. В современном мире, конечно, не мудрено, не каждый приходит в библиотеку за определенной книжкой, но, тем не менее, к нам еще ходят. У нас в списках 18 филиалов библиотек более 70 читателей, которые преданно посещают свои библиотеки и не хотят покидать, несмотря на то, что есть и электронные книжки, да, можно все узнать и через интернет, но тем не менее живое общение еще никто не отменял, и живое общение, оно близко всем и всем поколениям. С марта месяца наши обучающиеся учились по дистанционной форме. Если сказать, что родители стонали, это ничего не сказать. Поэтому в этом году, в начале учебного года, они тоже с нетерпением ждали общения со своими одноклассниками. А культура и образование – это как близнецы, братья или сестры. Они рядом. Здесь наши дети получают дополнительное образование. Здесь они получают дополнительные даже знания по тем узким специализациям, к которым они готовятся теперь уже с раннего возраста. Уважаемый коллектив библиотеки, я еще раз поздравляю от имени окружной администрации города Якутска и, конечно же, от нашего мэра Сарданы Владимировны Авксентьевой, и пожелать вам хочу только творческих успехов, неиссякаемого количества читателей, и молодых, и пожилых, и всех. Удачи, благополучия, добра. И, конечно же, я сегодня хочу вручить приветственный адрес Туяре Федоровне за подписью главы городского округа город Якутск Сарданы Владимировны Авксентьевой. Тут написаны замечательные слова. Почетной грамотой Якутской городской думы и знаком признания заслуг за добросовестный труд, активную гражданскую позицию и вклад в развитие культуры на территории городского округа город Якутск
награждается Саргирана Гавриевна Наговицына, заведующая отделом комплектования и обработки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» городского округа город Якутск, исполняющая обязанности председателя Якутской городской думы Евдокия Евсеевна. Слово предоставляется заведующему библиотекой филиала номер 21 «Созвездие» Туяне Федоровне Яковлевой. Добрый вечер, коллеги. Извините, у меня голоса нет. Мне очень отрадно и ответственно, что библиотека, которую я возглавляю, стала первой модельной библиотекой в городском округе города Якутск. Национальный проект «Культура» дал возможность нашей библиотеке быть более еще современней, открытой для наших пользователей. И от имени коллектива библиотеки я хочу выразить благодарность руководству нашей республики, Министерству культуры Республики Саха-Якутия, администрации города Якутска, Управлению культуры, нашим коллегам Национальной библиотеки и, конечно же, администрации нашей библиотеки централизованной библиотечной системы за то, что вы дали нам возможность поучаствовать в этом проекте, замечательном проекте, и не только участвовать, но и выиграть. Спасибо вам большое, и своему родному коллективу я хочу тоже поблагодарить, что все, что мы запланировали, мы это все выполнили. И от имени своего коллектива я, как сказать, даю слово, что мы воплотим вот эту мечту, не то что мечту, а этот проект национальной культуры. Я вам всем желаю счастья, здоровья и будьте всегда на высоте. Спасибо. Торжественная презентация модернизированной библиотеки филиала номер 21 «Созвездие» в рамках национального проекта «Культура» завершается.